Всем здравствуйте! Меня зовут Гареева Лисан, я преподаватель по Кураю. Уже больше 10 лет я работаю с детьми. И с каждым годом я вижу, как интерес к игре на Курае растет, и все больше детей и взрослых хотят освоить его. Меня это очень радует и вдохновляет. Поэтому я решила записать обучающее видео. Я очень надеюсь, что это видео будет полезно не только начинающим кураистам, но и всем тем, кто хочет расширить свои знания. Ну что, начнем? Курай – это профессиональный музыкальный инструмент. Он состоит из головки и основной части. С внешней стороны мы видим выстроенные в ряд 6 отверстий и одно отверстие с тыльной стороны. Курай отличается по диаметру и длине. Все зависит от тональности. Чем ниже тональность, тем толще и длиннее будет курай. Самым распространенным является курай тональности ре мажор. На его примере я и продолжу. Итак, первая и базовая тема – это постановка рук. Левая рука закрывает 3 верхних отверстия и одно отверстие с тыльной стороны. Правая рука, находясь снизу, закрывает последующие 3 отверстия. Самой распространенной ошибкой является путать положение рук. Пожалуйста, будьте внимательны. Левая рука всегда сверху, правая снизу, не наоборот. Когда мы говорим про звукоряд, то самой нижней ступенью на курае будет нота ре. У нот 1 и 2 октавы аппликатура идентична. То есть мы закрываем те же отверстия, но играя ноты 2 октавы, мы более интенсивно выдуваем поток воздуха, передувая. Когда же мы говорим про ноты 3 октавы, такие как ре или ми, то здесь аппликатура меняется. Нота ре 3 октавы мы закрываем 2 и 3 отверстие и отверстие с тыльной стороны. Нота ми мы закрываем 1, 2 отверстие, 4 и 5. И, конечно же, отверстие с тыльной стороны. Для извлечения чистого звука, к сожалению, мало просто крепко закрывать отверстия. Нужно научиться управлять своим губным аппаратом. А это уже наша вторая тема. Губной аппарат – это совместная работа лицевых и губных мышц. Мы поделим их на подгруппы. Это надгубные мышцы, подгубные и мышцы уголков рта. Именно эти мышцы отвечают за частоту звукоизвлечения. Поэтому очень важно четко понимать, когда именно мы задействуем ту или иную группу мышц. Когда мы играем ноты 1 октавы, мы подтягиваем мышцы уголков рта по диагонали наверх и фиксируем их. Подгубные мышцы находятся в состоянии поддержки снизу. Когда же мы играем ноты 2 октавы, мы более интенсивно подтягиваем все мышцы наверх. Это мышцы уголков рта, подгубные мышцы и надгубные мышцы. При исполнении нот 3 октавы, такие как ре и ми, которые являются самыми высокими нотами в диапазоне курая, мы максимально сильно подтягиваем все мышцы наверх и фиксируем их. Нужно помнить, чем выше нота, тем сильнее мы подтягиваем все мышцы наверх. Если объединить все вышесказанное, то мы играем на улыбке, и чем выше нота, тем сильнее мы улыбаемся. И заключительной темой нашего видео будет постановка дыхания. Для кураиста дыхание – это фундамент. Без него мы не сможем извлечь красивый, а самое главное – плотный звук. Самое важное, что вы должны запомнить, мы делаем глубокий вдох в живот, максимально заполняя весь объем легких.
Для того, чтобы научиться контролировать свое дыхание, существует очень простое упражнение. Мы берем ладошку, ставим ее на низ живота, делаем глубокий вдох и фиксируем. После чего мы выдуваем поток воздуха, но при этом стараемся не расслаблять наш живот. На этом наше первое видео подошло к концу. Конечно же, за столь короткий срок невозможно раскрыть все тонкости и нюансы игры на курае. Но я очень надеюсь, что это видео было вам полезно.